Привет, ребята, Сонали, Милана. Вас тоже отправили в деревню? Да представляешь, в этой деревне совсем даже нет интернета. Мои родители считают, что мне больше надо время проводить на свежем воздухе. Да это же ужас просто. Ни Ютуба, ни ТикТока, ни Ватсапа. Эй, ребята, ну вы чего? Я уверена, мне будет скучно. Автобус подъезжает. Поехали! А вы знали, что в этом доме живут призраки? Да что ты заливаешь? Призраков не существует. Их придумали, чтобы снимать страшные фильмы. Я тоже слышала про этот дом. Говорят, что раньше там жила ведьма. Давайте сходим и проверим. Или ты струсил? Почему я должен бояться призраков? Я с вами. Я тоже хочу увидеть призрак ведьмы. Ну хорошо. Здравствуйте, а кто вы такие? Тебя же здесь не было. Как ты тут оказалась? Я все время следила за вами, просто вы меня не замечали. А, это ты так нас решила разыграть? Видно, что тут никто не живет. Как не живет? Я тут живу со своей бабушкой. Да быть такого не может. Нам сказали, как 100 лет тут никто не живет. Да и дом явно выглядит заброшенным. Ах да, это история местных жителей. Они рассказывают, что из-за нас горел дом одного воришки, который украл у нас кур. Может, зайдем в дом, я вам там все покажу. Как-то это странно. Может, не стоит туда идти? Видно же, что она разыгрывает нас. Да мне тоже это кажется шуткой. Ребят, ну вы чего? Интересно же. И нужно же все же проверить. Есть ли в доме призраки? Ну что застыли? Заходите, я вам там все покажу. А ты правда ведьма, что ли? Ну что сразу ведьма? Волшебница или колдунья? Это моя бабушка колдунья в 7-м поколении. Она учит меня разным премудростям. Ведьма? Что, прям настоящая? Это круто. А что ты умеешь, на своем ведьминском? А лягушек варите? Ну что вы, нет, мы лечим только людей и животных. Но так как нас все боятся, мы лечим только животных. Да, не весело вам тут, не с кем поговорить, не погулять. Да мы как-то привыкли уже. Нет, ну это не дело. А ну-ка собирайся, пойдем гулять. Можно? Да, иди, внучка, иди. Ну и куда мы пойдем? А пойдемте к воде, нас там точно никто не увидит. О, давно я у воды не была. Ой, ребят, я боюсь. А если меня кто-нибудь заметит, вас же потом в покое не оставят. Не беспокойся, мы придумаем, как очистить ваше имя. Данара, а в каком ты классе учишься? Или в школу ты тоже не ходишь? Нет, не хожу. Меня бабушка научила читать и считать. Типа домашнего обучения? Да, скорее всего так. В деревне, конечно, хорошо, свежий воздух, и бабушка у тебя хорошая. Но ведь у тебя совсем нет друзей. Я, например, могу часами разговаривать со своей лучшей подругой по телефону. Правда, здесь связь не ловит, и интернета нет. У меня тоже есть друзья, и я тоже с ними разговариваю. Какие у тебя друзья, вымышленные? Нет, не вымышленные. Смотрите вокруг, видите? Кажется, у нее все-таки есть вымышленные друзья. Я говорю о птицах и зверях. Ты хочешь сказать, что понимаешь, о чем щебечут птицы, и животных понимаешь? Да. А они тебя понимают? Они понимают меня так же, как и вы. Вот это круто. Вот это да. Получается, ты как супергерой. Супергерой? Это люди такие с суперспособностями. Ай, долго объяснять, лучше покажу. Как же ты покажешь? Тут связи нет. Надо быть умнее, я все скачал перед тем, как сюда ехать. Я тоже так сделала. Так можно было, что ли? Ой, ребят, я вас совсем не понимаю. А что сейчас тебе щебечут птицы? Что нам пора домой, бабушка уже волнуется.
Может, мы тебе костюм с маской сошьем, чтобы тебя никто не узнал, и ты снова всем помогала? Да, план, конечно, хороший, но мне кажется, к добру это не приведет. Ой, ребят, спасибо, что хотите помочь, но мне как-то удобнее в своей одежде. Ну что, чем сегодня займемся? Ну, мы можем отправиться собирать травы, и Донара научит нас изготавливать целебный настой. Ой, это было бы весьма круто. Донара, а ты летать умеешь? Может, научишь? Помогите! Помогите! Ребят, замрите, вы слышите, будто зовет кто-то. Тебе просто показалось, пойдем дальше, а то к ужину опоздаем. Нет, ребят, я тоже это слышу, звук идет оттуда. Помогите! Ай, рука! Как тебя сюда занесло? Как тебя зовут и где твои родители? Витя, Ну что ж ты, Витя, один по лесу бродишь? у меня щенок убежал, и я споткнулся и упал. Так, Витя, мы сами найдем твоего щенка. Только сначала надо было перевязать твою рану. Так, Женебек и Тимур, вы идите за щенком, а я позабочусь о мальчике. Милана, а ты, пожалуйста, найди подорожник. Помнишь, я тебе показывала, как он выглядит? А ты, Витя, закрой свои глазки. Я не нашла подорожник. А он уже не нужен. Потом мне все расскажешь. Мы нашли твоего щенка. Соседские ребята сказали, что твой щенок уже у тебя дома. Спасибо, ребята, я так благодарна. Показывай, где живешь, и мы тебя проводим домой, а то опять куда-нибудь угодишь. Ребята, я не могу пойти с вами. Я отнесу травы и цветы домой, а завтра я вас научу делать отвары. Хорошо, тогда завтра мы придем к тебе. О боже, Витя, что случилось? Ты весь грязный. Подрался опять. А вы кто еще такие? Витя упал и разбил себе локоть. Так, что вы мне врете? Рассказывайте, как все было. Это все Донара. Она излечила нашего Витю. Кто такая Донара? Она живет со своей бабушкой вон в том доме. Ведьмин дом. Да. Так, идите отсюда. Витя, иди умойся. А они куда в такую рань? Они же к дому Донары. Зачем? Ну, по виду не для того, чтобы сказать спасибо. Зря мы про Донару рассказали. Что теперь будет? Побежали, надо исправить. Ведьма, выходи! Что вы хотите? Кто вы такие? Моя бабушка уже отдыхает. Мы хотим, чтобы вы прямо сейчас отсюда съехали. На прошлой неделе дом в деревне сгорел, а сейчас моего брата как подменили. Как вы отменили? Витя, что ли? Не знаю как, ну другим он стал. Вечно то и твердит: Донара хорошая, Донара хорошая. Уезжайте по добру, по здорову. Нет, это наш дом, и мы здесь останемся. Вот так значит. А давайте тогда сожжем весь их дом вместе с ними. Ах, вот значит как. Если вы сейчас же не покинете наш двор, то вам не поздоровится. Слышали, да? Она нам уже и угрожает. Сейчас же сожжем ее дом. Ладно, мы уйдем.